Рамиликлер, шағар қонақлары болса, аларға да сәлемлер. Бүгін зур бәйрәм Ғабдулла Тукайның туған күні. Аның турында жерге апарушы біздің бәйрәмні сізге Диланур Рамиловна Ахуржан айтып берер. Мен шunu ғана айтасым келі, бүтін дүнияда қайда татарлар яшилер, тундра болсын, Африка болсын, алар бүгін туйлаталар Ғабдулла Тукайның туған күнін. Кішкенеден ярата тұрған еді татар халық жырларын. Шул екі халық жырдан башлайбыз. Біріншісі су бойлап, екіншісі бию киіп. Он вобрал в себя, он народа вечный гений и его дитя. Очередной раз мы проводим этот красивый, мудрый праздник, праздник поэзии Габдуллы Тукая у памятника поэту, торжественно открытого в сентябре 2016 года в этом сквере, в год его 130-летия. Прекрасное, вдохновенное лицо глядит на нас сквозь время. Много людей проходит мимо, и они, наверное, задают себе вопросы, подобно Маяковскому. Кто он, откуда, что он сделал, почему ему такая почесть? Маленькому мальчику-сироте суждено было стать национальной гордостью татарского народа и заслужить высокое уважение всего тюркского мира. Сегодня мы постараемся рассказать о нем, о его жизни, особенно о жизни в Казахстане, а именно 12 годах, проведенных в Уральске. Ну, а пока наш юный певец Ахунжанов Миндияр выступит вместе с его преподавателем Гудухак Габдуловичем Ахунжановым, и споют они татарскую народную песню «Капал егіті». Ахунжанов Миндияр сахнада, ол бізге татар халық жыры «Капал егітін» башқарып кетер.
Петербурга барып кірдік өзі тапар. Петербурга, Москва, қалалары ташкыдан, Никола шәкілін бар екен, Никола шәкілер бар екен, Сторонники поплот. Шаг в сторону. Вот так. Ахунжанов Миндияр. Габдулла Тукай – лучший и достойный представитель шакирдов города Уральска, а затем просветитель, ратующий за хорошее образование для своего народа. 1895 по 906 год Габдулла Тукай был шакирдом лучшего в уральском медресе Мутагия и учеником русских классов при нем. Во главе медресе стоял хазрят Мутагулла Тухватуллин, образованный человек довольно прогрессивных взглядов. Среди лучших учителей медресе был и сын хазрета Камиль Тухватуллин, сыгравший большую роль в становлении Тукая. Дом Тухватуллиных – альбом, Тукая жизни целый том. Пройдем в открытые ворота, слышна мелодия дальних нота. За скрипкой тянется хазрат, жена за пианино, и дети за сестрою, брат, арфа, мандолина. В семье татарской Ференц Лист, где видано хазрат артист. Поет Камиль, поет Тукай, а светлый Гульджамал. Лучился песни темный край, и слушал стар и мал. Сахнада Исхакова Роксана, татар халық жүрін башқарып кетер. Сандуғаш Кугаршин. Сары сандуғаш тұтайын, дәлләр нешік от қиып, бірға ұстәк бірға ерді, шуны нешік ұнытайын. Сандуғаш Кугаршин, дәлләр ұста көремсі. Сандуғаш Кугаршин, дәлләр ұста көремсі. Сары сандуғаш баласын қоларында сайрата, ура бұзға ергі ұнылар нега ярата. Сандуғаш Кугаршин, гәлі ұсыта көремсі. Сандуғаш Кугаршин, гәлі ұсыта көремсі. Һәрбір сүзім була минем юл күрсәтүче йолдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсүнләнәм мин шул чакта, рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә, өмид берлән карый башлыйм булачакка. Нәкъ менә Уральск шәһәрендә Габдулла Тукай танылган шагыйрь, нечкә лирик һәм нәфис сүз остасы була. Маратова Гульфира безгә казах телендә аташым дигән җыр башкарып китер. Дамиткән Умарбаева сүзләре, Абдулхак Ахунҗанов көе. Рәхим итегез. Еркеледі
сзади стоит, позади вас. Eyledi botası Bizge birge batası Bizce ışın arkası Aman boşu apbaşı O nergelini battı Ayalağın saxtağı Sıla boda yerim Atamışık maqtandan Шаг в сторону и поклон, и поклон. Умница, молодец. Бигзур Ахмад Гульфира. Тукай стал прекрасным детским писателем, сказочником, терпеливым и мудрым педагогом и воспитателем. Думая о воспитании подрастающего поколения, Тукай решил писать стихи для детей. Он создал детскую литературу, около 150 стихотворений и поэм, которые прививали общечеловеческие чувства, любовь к родине, к народному фольклору и к труду. На сцене Мифтахудинов Дамир, «Минем жерлысы келе», слова Лены Шагыржан, музыка Габдулхак Ахунжанова. Атида жерлы вейла, анида жерлы вейла, жерлы вазнаны ябас, матур базнан киябас, кияш куктар нусиба, минем жерлы сывкела, илля, 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 минем жерлы сывкела. Гармоным да бар минем, ойны бір да армыйым, бізінен біляйарым, каягыма бармым, кияш көктер нусиба, мені жерлы сәукела, илля, 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 мені жерлы сәукела. Тебя пусть откроет. Hazmati tasgila, dünyayı zasım kela, jelli jelli elava. Hazmati tasgila, kıymetli sagila, benim jelli sagila, illa illa illa. Benim jelli sevgilim, benim jelli sevgilim, benim jelli sevgilim. Любил детей, хорошо знал детскую душу и психологию. Он любил с ними общаться, играть. Накануне своей смерти он сделал завещание воспитывать в среднем и высшем учебном заведении 2 способных мальчиков на оставленные для этой цели средства. На сцене ансамбль «Гурлявек», ручейки с перевода на татарский. Они споют вам песню «Кырпе», руководитель Габдулхак Ахунжанов. Кырпы, кырпы күреде, мен кара, Уйнаш неткен жаным бар, сондай болмаса агарым. Эй, бала, 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 сен өзің ойлап қара, бейбіт яшек күріда, кірма
Сюда. Сюда. Лучший ежик мой, затаился под собой. Опасаюсь уколоться, но хочу дружить с собой. Мирная своя земля, все иголочки стоят. Отцу мосты, иглы косты, лишь они и защищат. Поклончик. Раз, два. Молодцы. Синдяк, куда пошел? Стоим. Песенку дождик. Сюда иди. Зажурчал ручей во вражке, прилетели с юга пташки. Греет солнышко с утра, в гости к нам идет весна. Правильно. Ансамбль «Горлаек» «Коктем». Слава Далектеру Барбару. Aşağı geçer aspanda aydın gölü, jası şöyle tebeli, kalıktaydı köbbeli. Jası şöyle tebeli, kalıktaydı köbbeli. Дождик песенку поет, кап-кап. Лягонечко поет. Только кто ее поймет, кап-кап. Не поймем ни я, ни ты, а зато пойму цветы. И весенняя листва, и зеленая трава. Лучше всех поймет зерно. Прорастать начнет оно. Все, спасибо. В Уральском собирателем и исполнителем татарских народных песен. Позже стал записывать и казахские песни, составляя и сопоставляя их с татарскими. Я с детства был певцом, и где бы я ни был, я никогда не мог равнодушно слушать песни, говорил Тукай. Учителя приглашали меня на вечера, которые устраивались по четвергам в медресе. Сидя позади самовара, я пел песни. Уже в медресе меня называли певцом. Действительно, народные песни – это самое дорогое ценное наследие наших предков. Народные песни дороже жемчугов и рубинов, и потому их надо беречь, знать. Надо стараться не растерять их. Перед вами татарский народный ансамбль баянистов «Ильхам». Они исполнят татарскую народную песню в обработке Рафаэля Бакирова «Ай был-было». Руководитель Атнагулов Рашид Анварбекович.
Татарский народный ансамбль баянистов «Ильхам». Они исполнили их «Жаны им Суларда», татарскую народную песню, в обработке Рустама Валиева. И сейчас перед вами они выступят также с произведением «Айттым салем каламкас». Это было произведение Абая Кунанбаева. Стоит отметить, что Абай Кунанбаев такой же великий поэт, как Габдулла Тукаев в Татарстане, в татарском мире. О них я еще скажу чуть позже. А сейчас прозвучит знаменитая композиция, одна из песен городской бытовой лирики казанских татар начала 20 века. Подобный жанр получил название «Тосха-күй». Быстрая короткая песня выражает оптимизм, эмоциональный подъем, отличается танцевальностью и активной ритмикой. И, пожалуй, самый знаменитый исполнитель песни «Ай Балбалым» Ринат Ибрагимов, который признается, что включает эту татарскую народную песню в каждый свой концерт, независимо от того, где он происходит. Но сейчас «Ай Балбалым» прозвучит в исполнении татарского народного ансамбля баянистов «Ильхам».
Напоследок исполнят вам минуэт «Поле моря». Приятного прослушивания. Гражданином своего времени. Вот что писали о нем видные деятели того времени. Классик казахской литературы Сабит Муканов писал: Габдулла Тукай – великан поэзии Востока. Он был глубоко и широко эрудирован в общественных вопросах своего времени. Тимиргали Нуртазин, казахский советский литературовед, писатель, литературный критик, переводчик, говорил: блистал острой и жгучей сатирой. О его многогранной деятельности журналиста, публициста и писателя-сатирика говорит перечень татарских журналов и газет, в которых он сотрудничал. Например, уральские издания на татарском языке, газета «Фикр», «Мысль», журналы «Аль-Гаср Аль-Джадид», «Новый век», «Уклар», «Стрелы» и казанские газеты «Аль-Ислах», «Реформа», журналы «Яшин», «Молния», «Йолдыз», «Звезда», «Йолт-Йолт», «Сверкает». Из них «Уклар», «Яшин» и «Йолт-Йолт» были в полном смысле тукаевскими. Они стали самыми яркими страницами в истории татарской сатирической печати и литературы. В мысль несите ваши мысли, в их печать отправим мы. Мысли нашего народа на простор направим мы. За перо, да будут мысли освещать пути умам. Ваши мысли, наши дороги и вам. К единению народа наши мысли держат путь. Абдулла Тукай говорил: журнал «Яшин» расходится целиком до последней штучки. Долго народ нуждался в таком журнале, потому с нетерпением ожидает выхода каждого номера. А сейчас перед вами выступит татарский народный ансамбль песни и танца «Иртыш Малнары». Aşık
Aşığa kavuşmasın. Bu kıbrası yandı gözüm yaşı. Bu yılan izi tatlı jizmesin. Ni bulsa da varına var onun ışığı. Rüyanı bulsa etmi da barınışı. Ayuki bayuki, ayuki bayuki, ayuki bayuki, ayuki bayuki. Хочу сказать, что действительно журнальная сатира Тукая, она пользовалась большой популярностью. И вот предлагаю послушать образцы журнальной сатиры. Это определение из его сатирических циклов «Фрукты и словарь». Например, определение слова «зайца» он дает вот так. Это девушка-татарка, и людей боится, и мышей боится, и ворон боится, и сама себя боится. То есть про зайца он так говорил. Про кукушку он говорил сатирически вот так. Это торговая компания Каримов-Хусаинов. Сама гнезда не вьет, откладывает яйца в чужие гнезда. Про татарскую женщину. Творение, созданное для беспокойства мужчин. Про редьку тоже интересно. Это бай, всю жизнь нарастивший свое брюхо. Снизу толстой, головы нет. Про утку говорил Тукай, разжиревшая под чапаном жена бая. Ходит, переваливаясь туда-сюда, сбоку на бок. И про малину. Крик татарина с лотком на голове. Малина, малина, хурт, малина, Виктории, Виктории. Вот такие определения. Ну а теперь ансамбль песни и танца Иртыш-Мунары исполнит песню «Влюбленный Тукай». Эта песня написана на стихи Евгения Титаева, нашего местного поэта, писателя, члена Союза писателей Казахстана и России. Молодое беспечное лето, сторониться его перестань. Посмотри, как волшебным рассветом светозарная дышит Казань. В эти первые лучики утра, словно в нежные сроки вникай. Ты устал быть серьезным и мудрым, потому что влюбился Тукай. Не заманишь роскошным букетом, эта девушка кроткой слывет. Без любви не бывает поэта, без поэта любовь не живет. И возлюбленный сосредоточен, вот платок расписной теребя. Поднимает любимая очи, чтоб украдкой взглянуть на тебя. И людских пересудов превыше твоя новая муза права. Ты напишешь, конечно, напишешь для нее золотые слова. Вечных будней свинцовая пудра не для пылких ранимых сердец. Вот опять ты суровый и мудрый, за свободу и правду борец. Но недолгим волнением задетый, ты запомнишь Тукай наперед. Без любви не бывает поэта, без поэта любовь не живет. Песню на слова Абая Кунанбаева, на слова и музыку Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы». Действительно, Пушкин, Тукай, Абай – это великие поэты, великие личности, и в истории
трех народов нет людей более возвышенных и гениальных. Каждый из них заставил волноваться общественность своего времени, умы последующих поколений. И пройдут годы, и к ним будут возвращаться все чаще и чаще. Почему? Потому что и Пушкин, и Тукай, и Абай отражают национальный дух своего народа. Это национальное заключено в глубоком понимании и раскрытии чувств, желаний, дум народа. Они не могут повториться вновь. Для этого надо родиться ими. И каждый из них успел сложить и спеть десятки тысяч стихотворных строк, которые находят отклик в сердцах тысяч почитателей истинной поэзии. Көзімнің қарасы. Ну а следующую песню, наверное, представлять не нужно. Слова, наверное, вы сами тоже знаете. «Эх, семеем яклары». Музыка Габдулхака Ахунжанова, слова Резиды Валиевой.
Seveyim yakları, ürlüktür karışıkları, Işık kışlarda yaşlarının kaynadır kulakları. Sevip ağladı yakları, ürlüktür karışıkları, Işık kışlarda yaşlarının kaynadır kulakları. Сегодня Габдуллою Тукаеву исполнилось бы 136 лет. И также в Татарстане отмечается День родного языка. Син күрмәгән яңа буын килде, котлап бүген туган көнеңдә. Киләчәккә барган улларыңнан ишетерсең туган телеңне. Спеши к Тукаю молодое поколение, украсть цветами стройный пьедестал, родной язык его стихотворения. Его завет народным гимном стал. Действительно, народная мелодия положена на знаменитые стихи главного национального поэта всех времен Габдуллы Тукая. Это, по сути дела, неофициальный гимн татарского народа. И самое интересное, что этот напев имеет древнее происхождение, а до революции с ним исполнялась популярная бытовая песня городских татар «Салим Бабай». Однако в первые послевоенные десятилетия на фоне закрытия татарских школ, активизации смешанных браков и так далее, тема родного языка стала особенно острой и актуальной. Так и появился гимн всех татар. Я предлагаю всем вам присоединиться и спеть этот гимн «Туган тель». Перед вами прошли яркие страницы многогранной деятельности Габдуллы Тукая. А ведь мы представили далеко не все. Как много творческих достижений и просто литературного труда спрессовано в эти короткие года его жизни. Богатство его творческой деятельности хватило бы не на одну и более протяженную жизнь. Но его силой подтачивала тяжелая болезнь, которая к огромному горю всей нации свела его в могилу. Поэт предчувствовал свой ранний уход из жизни и хотел обрести бессмертие в памяти своего народа, которому верно служил в течение всей своей яркой, короткой, как вспышка молнии жизни. Да, Габдулла Тукай безвременно покинул почитателей своего таланта, осиротил свой народ, лучшим сыном которого он был. Но поэт остался в своих стихах и поэмах, переведенных на многие языки мира.
О нем напоминают произведения всех видов искусств, созданные на его сюжеты. Имя Тукая носит улицы и скверы. Народ встречается с великим поэтом в музеях его имени, его памятников в бронзе и граните, запечатлевших его прекрасный облик. Тукай жив и будет жить, пока будут жить люди, умеющие читать и ценить поэзию сердца. Шуның белән безнең концертыбыз ахырына якынлашты. Барыгызга да бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Абдулла Тукай һәр вакытта да безнең йөрәкләрдә сакланып калсын. Бәйрәм белән сезне котлыйбыз. Әйтәсезме? Тагын да тәбрикләйм сезне бүгенге Габдулла Тукайның туган көне белән һәм күп рәхмәтләр белдерәсем килә Диләнурга. Нигә дисәгез, нинди бездә чыгышлар була, ул һаман саен шул чыгышларны бизәкли. Афәрин, Диләнур.